Красочные арт-объекты, интересные инсталляции, так называемые «любопышки» уже стали визитной карточкой Петербургского международного экономического форума. На этот раз его изюминка – вот эта вот девушка с персиками знаменитого художника Валентина Серова. И, кстати, она создана полностью из продукции, которую производит Московская область. А на ПМФ Московская область по размещению – соседка Татарстана. На стенде республики, как и вчера, кипит жизнь. С раннего утра мероприятие нон-стоп. Одна из важных – встреча Рустама Минниханова с министром экономики Арабских Эмиратов. Когда речь идет о Казан-форум, мы делаем все для того, чтобы я и моя команда обязательно его посещали. Как только дата следующего исламского форума будет определена, мы вас снова пригласим, уверил собеседник Рустам Минниханов. Так получилось, что тема первого прошедшего в республике федерального Казань-форума в Санкт-Петербурге сегодня звучала регулярно. Не могу при всех не поздравить вас еще раз с блестяще проведенным форумом Казань-форум, то, что прошел совсем недавно, в мае, в котором приняли участие 16 тысяч человек из 80 стран. Мне вчера Кобяков Антон сказал, что здесь сейчас на форуме 17 тысяч человек, что очень много на самом деле, мы видим сами по большой плотности. Так что вы тут тоже практически вышли в топ. Москва – первое место, Татарстан – второе место. Ключевым информационным событием для регионов стало объявление национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах России, который составляется экспертами Агентства стратегических инициатив. Татарстан традиционно в тройке лидеров, уступив по ряду параметров лишь Москве. Я знаю, что вас уже копируют, и это уже такой бренд. Мы сегодня будем на площадке РЭЦ обсуждать бренд «Сделано в России». Так вот, «Сделано в Татарстане» – это уже бренд. И, конечно, не могу не отметить Иннополис, который сейчас вместе с Руднево является одной из площадок по проведению наиболее высокотехнологичных наших инициатив, в том числе созданию беспилотных летательных аппаратов. Рустам Минниханов в свойственной Раису манере начал свой ответ с шутки. У нас есть такая пословица: «Баюның ауырлығы жоқ, байларша яшауы бар». Значит, разбогатеть несложно, жить как богач. Вот держаться на этой позиции на самом деле не так просто. Что касается Москвы, мы бы сразу самоотвод взяли. Значит, Сергей Семенович, вы можете не сомневаться во мне. А в целом я считаю, что это очень серьезная комплексная работа, совместная работа. Общая системная работа – это и с федеральными органами власти. Сообща принимаются меры, чтобы малому и среднему бизнесу было комфортнее жить. Работа с профессиональными кадрами, ресурсные центры для обучения молодежи. И не только. Мы республиканский маркетинговый центр создали. Вот итоги прошлого года: 4400 участников малого и среднего бизнеса получили заказ на 196 миллиардов. Если мы не можем продвигать свой продукт, это уже, значит, не получается. Ну и, конечно же, административный ресурс, он нужен. Значит, мы каждую субботу оперативный штаб и детально рассматриваем один муниципалитет. В течение года все муниципалитеты докладывают, что сделано, как двигаемся и какая поддержка нужна. Подписано 16 июня 2023 года в городе Санкт-Петербург. Не обошелся сегодняшний день и без целого лота подписанных соглашений о сотрудничестве в рамках подготовки к турниру «Игры будущего». Дома все хорошо, родители как? Да, все отлично, папа работает, мама занимается домом. И вот уже спортивная тема продолжается в разговоре Рустама Минниханова с Алиной Загитовой. Олимпийская чемпионка будет создавать в республике спортивную школу, обучать юные таланты фигурному катанию. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Санкт-Петербург.